75 лет тому назад наши отцы, матери, дедушки были собраны и сосланы на Урал, Узбекскую ССР, Казахстан. И долгие годы нам уже, я через 8 лет родился, родители рассказывали, как это все было. И мы это помним, никогда не забудем. Меня очень радует, что здесь много молодых наших детей. Мы все должны помнить те страшные годы, когда сталинская машина или сталинский режим прошел над многими народами. Но особенно пострадали это крымские татары, чеченцы, ингуши, которые со своего коренного места проживания были сосланы. Мы никогда не должны это забывать. Сегодня многие наши похоронены в Узбекистане, похоронены на Урале, в Средней Азии, здесь в Крыму. Благодаря то, что мы знаем, сегодня будет молебни во всех мечетях Крыма, церквях Крыма, синагогах Крыма. Это говорит о том, что мы живем с вами в мире и в согласии. Другого пути нет. Только мир и согласие может человека всегда привести на тот уровень, какой он себе желает. Да, в нашем народе еще очень много вопросов, которые не решены, которые мы вместе с вами должны решать. Другого пути нет, только миром, по законам государства, в котором мы живем, и делать все для того, чтобы было хорошо. Я всегда говорил о том, что наши дети должны учиться в высших учебных заведениях и быть абсолютно во всех структурах власти. Тогда мы себя будем чувствовать нормально, так же, как и все жители Крыма. Еще раз всем спасибо, кто нашел время, пришел. Я думаю, наш народ и люди Крыма весь день будут идти к этому памятнику. Мы еще с вами поедем на станцию Сурень. Сейчас КИПУ будет и в институте Вернадского, да? Да. И там надо обязательно быть. Прошу возложить цветы.